В эфире Якутии-24, актуальное интервью. В студии работает Василий Радченко, и вот о чем мы поговорим сегодня. В прошлом году основанный якутскими учеными фонд «Стерх» выиграл грант Диснея, Международного фонда охраны журавлей. Научные исследования ведут в природном заказнике Кыталык в Якутии, известном в мире как место гнездования стерха. Ознакомиться с работой якутских ученых в столицу республики прибыла директор сети по сохранению видов Международного фонда охраны журавлей и большой друг Якутии и якутских стерхов Клэр Миранде. Она сегодня гость нашей студии. Клэр, здравствуйте. Здравствуйте. Ей будет сегодня помогать Инга Бысыгатова, орнитолог Института биологии. И первый вопрос, который хотелось бы задать, это как проводится исследовательская работа по сохранению стерха? Okay. How is going the work, scientific research work for the Siberian crane protection? We have been working with our colleagues in Yakutia on Siberian crane research for over 20 years. Мы работаем с нашими якутскими коллегами по сохранению стерха больше 20 лет. This is a critically endangered species, and 100% of the birds breed in Yakutia. Это стерх, он очень редкий вид, находится под угрозой и гнездится в Якутии. So it's very important for us to understand how successful they are with nesting and if there are any problems developing that we can help with. И очень важно, да, вот как знать, как они проводят свое время на местах гнездования, да, и чем мы можем им помочь. Какие предварительные результаты получены в ходе исследовательских работ и насколько они значимы для науки и исследования стерха в целом? What the results you got during the scientific work and how they important for the science? Okay. We've had some important results. We've been able to establish that about 1/2 of the world's population breeds in one of the areas called Kitalyk, Zakaznik. And the researchers who go to this vast tundra every year have to go by foot and by boat to very remote places to observe these birds without disturbing them. Так, работы по исследованиям стерха, они проводятся на территории природного заказника Кыталык, и где гнездится 50% популяции стерха. И люди, вот, ученые, с которыми мы вместе работаем, они проводят полевые работы на обширных тундровых территориях и используют пешие наземные исследования, также водные исследования на лодках, да? But we have learned about some possible changes that could affect the birds, including disturbance from mammoth tusk collectors. Также мы изучаем, например, угрозы, которые существуют для выживания якутской популяции стерха. В числе таких угроз это добыча мамонтовой кости на севере. We're also seeing an increase in other bird species, such as sandhill cranes and tundra swans, that it's possible that as these populations increase, there could be competition. Также мы наблюдаем за тем, что идет рост популяции других видов птиц, например, как канадский журавль, тундровый лебедь. И вот увеличение численности этих видов может угрожать стерху тем, что они могут между собой конкурировать. То есть не поделить территорию? Не поделить территорию за кормовые места обитания. Но если с популяцией других видов птиц, это понятно, а чем добыча мамонтовой кости может повредить популяции стерхов? If the threats from the other species is understandable, what about the mammoth tusk mining threats? Mostly it's that the people who come to find the mammoth tusks can cause disturbance to the nesting cranes. When they have their eggs, their nests and the eggs or chicks, they are very, very protective. And if they are disturbed, then the eggs can get cold and die, or predators can come in and eat the eggs.
Это может угрожать тем, что во время гнездового периода добытчики мамонтовой кости могут появляться на территориях, где гнездится стерх, да, и беспокоить птиц. И, например, когда человек появляется, птица уходит с гнезда, и гнездо остается незащищенным, и в это время оно может или переохладиться, да, и птенец не может вылупиться, или другие хищные птицы могут, или птенец, да, или хищные птицы могут подойти к гнезду и уничтожить потомство. Как ведется работа по сохранению других видов журавлей в мире и какие проекты еще есть помимо сохранения самого стерха? How is the going work for the protection of other species of cranes in the world? And what another projects do you have? Okay. My organization works with all 15 species of cranes. Моя организация работает со всеми 15 видами журавлей, которые существуют в мире, 11 are threatened. и 13 из них находятся под угрозой. But also by working with places like Kittilak, it's globally important for its biodiversity and has many rare and important bird species that are known locally but respected and known throughout the world. Но такие работы, например, как проведение работ на территории Каталыка, который является не только местного значения, да, важным, да, но и по всему миру вот эта территория является значимой, потому что там гнездится не только стерх, но и другие редкие и важные виды птиц. Yeah, and I would like to add that the research that is done here by the Institute and supported by your ministry is excellent. And I think people that work with cranes around the world have a lot to learn from the way your birds are respected and protected. Работа, которая здесь проводится совместно с Институтом биологии и Министерством охраны природы, является очень значимой. И так как That the world has much to learn because your institutes and your ministry here do such an excellent job of research and protection. Эти две организации, они проводят очень успешную работу, выполняют очень успешную работу по сохранению стерха и других редких видов птиц. And most of the threats to this species are in China. И большинство этих видов птиц, они зимуют в Китае. And the hope for them is that they have such a safe place to breed and to replace their numbers. И мы надеемся, что вот эти виды, они тоже гнездятся, у них есть такие места для гнездования, вот как Каталык, да, который находится под хорошей охраной. И эта охрана способствует, точнее, вообще мероприятия, которые осуществляются организацией в целом, Да, способствует ли это увеличению популяции и численности, и насколько? This is the work we are conducting together with the Institute and Ministry. It's how successful for the protection of cranes on these places, on the breeding area. Okay. The work that has been done over the past 20 years to protect this species has been very successful. So far, the birds have a secure nesting habitat. But I think it's also important to recognize that the situation may change. We're having some changes with climate change. So I think the work that we've been doing, this partnership is very important to continue in the future to make sure this bird has long-term protection. Эти работы, они очень успешны, которые вот сейчас проводятся, да, и будут проводиться, и чтобы в дальнейшем птица находилась под такой же охраной успешной, да, очень важно для нас продолжать совместные проекты, совместные исследования, совместную работу. А в цифрах это как-то уже известно? Уже подводили ли какие-нибудь итоги? Do you know the number? The number, yes. Yeah. Successful. We have been getting better at counting these birds along their migration route.
У нас очень хорошие результаты по увеличению численности стерха на местах пролета вида. The current numbers suggest that the population is increasing slowly. Так что последние современные данные показывают, что численность популяции увеличивается. But we have flyway cooperation between Russia and China, and we need to keep this strong because we don't know what the future will bring. И вот сотрудничество по местам пролета, да, между Китаем и Россией, мы должны сохранять сотрудничество, чтобы вот эти территории, они были под хорошей охраной, защитой. But we think there are about 4,000 birds at present. Мы думаем, что в настоящее время популяция стерха насчитывает около 4000 птиц всего. А говоря о климате, он из года в год меняется не только в Якутии, но и, в принципе, во всем мире. Это как-то отражается на популяции, и что можно предпринять, чтобы сохранить популяцию, несмотря не на человеческий фактор, а именно на климатические условия? What do you think about the climate change impact? It's except the people's impact. What do you think about how to protect in the future this population? Yeah. Climate change is important and it's tricky. It's difficult to manage. Изменение климата, конечно, это очень сложная проблема и сложно им управлять. What seems to be happening here is that as the ice melts and water levels increase, Что здесь происходит? Это происходит повышение уровня воды за счет того, что идет таяние льдов подземных. the available habitat for the bird gets smaller because in lakes they can use a part of the shore. And as the water comes up, they lose this piece of land. И доступные места обитания для стерха, они исчезают, потому что увеличивается площадь озер, вблизи которых они гнездятся. One thing that can be done, and some lakes are, the land is breaking and the lakes are coming together. И в некоторых местах даже есть такие случаи, когда межозерные вот эти низменности, да, они исчезают. Ну, несмотря на это, мы надеемся, что ваша работа будет плодотворной. А я напомню, что у нас сегодня в гостях был старший директор по сохранению видов Международного фонда охраны журавлей Клэр Миранде и Инга Басыгатова. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Раченко. Оставайтесь в эфире нашего канала.